ба даст омадани истиқлолият кишвари беҳиштосои мо боз ҳам рӯ ба тараққиёт овард. Садҳо сифати таълиму тарбия бо истифодаи технологияҳои муосир рушду нумӯ кард. маҳз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки имрӯз наврасони мо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намуда парчами Тоҷикистонро парфишон менамоянд. яке аз чунин наврасон Далер Пиров мебошад ки 19 майи соли 2002 ба дунё омадааст. айни замон хонандаи синфи 10 литсеи интернати Тоҷикистону Русия ҳутампеве дар шаҳри Душанбе мебошад. Далер тӯли 6 сол мешавад ки ба омӯхтани фанҳои дақиқ машғул буда дар зиёда аз 13 олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштааст. далер, бисёр хушҳолем ки шумо ҳамчун қаҳрамони намоиши ифтихор дар ҳамроҳи мо суҳбат доред. Я тоже рад участвовать в вашей программе, это для меня большая честь. саломат бошед. хоб инҷо аллакай бинандагон дар бораи шумо маълумот пайдо карданд ки шумо бештар масалан шавқу рағбат доред ба ҳамон фанҳои дақиқ. сараввал мегуфтед ки чаро масалан маҳз ин омӯхтани фанҳои дақиқро масалан интихоб кардед дигар фанҳои масалан физика, химия ва математика? Ну, мне с детства всегда точные науки нравились, больше других. В детстве я всегда любил читать книги по математике, биологии, и также книги по различным природным явлениям, и то, как они устроены. Там были детские химические книги. Родители всегда брали мне такие книги. А также мы часто играли в шахматы, делали различные викторины, и мне все это очень нравилось. А после того, как я пошел в школу, у нас начались уроки уже математики, всех этих предметов. Они мне очень сильно понравились. Правда, тогда физики, химии еще не было, но была уже биология, природоведение, математика. Эти предметы мне нравились. В 7 классе у нас в школе появился новый учитель физики, который решил сделать отбор, физическую группу. Я его прошел, и после этого я уже начал дополнительно заниматься физикой на более высоком уровне. И в тот момент я понял, что физика — это очень интересная наука, и то, что мне нравится ей заниматься. Также помимо физики мне нравится еще химия, биология, математика, программирование и любые другие точные науки. С самого раннего детства Далер был любознательным мальчиком. Он очень рано научился читать. В 5 лет он уже свободно у нас читал. Когда он пошел в 1 класс и начал заниматься, через несколько месяцев меня вызвала учительница. Она пригласила меня и сказала, что ваш ребенок, скорее всего, у него идет тяга к точным наукам. На что я сказала: о нет, он больше у меня литературный, любит литературу, любит читать. Наверное, скорее всего, мой ребенок станет филологом. Но она сказала: я психолог, я преподаватель. Я вам говорю, что вот именно что ваш ребенок у него идет тяга к точным наукам. бисёриҳо вақте ки масалан ба ягон мушкилӣ дучор мешаванд, ҳатман ҷодаи масалан худро иваз мекунанд. дар ҳамин ҷода вақте ки масалан ба омӯхтани фанҳои дақиқ машғул шудед, хоб ба мушкилиҳо рӯбарӯ мешидед ё на? В этом мире нет, ничего не дается просто. Конечно, встречались сложные задачи, разные сложности в изучении, но я, наоборот, когда встречался со сложностями, я всегда старался довести их до конца. Например, если не получалось решать задачу, то старался, дорешать ее, потому что мне было интересно, что же в конце все-таки выйдет. Разумеется, мне очень сильно помогали мои учителя. Они объясняли мне, где я ошибся, где я делал что-то не так, что нужно сделать, чтобы решить эту задачу. Я им за это очень сильно благодарен. Также я благодарен своим родителям, так как они всегда меня поддерживали словом. Говорили мне всегда, чтобы я не сдавался и продолжал идти по этому пути. Поэтому я справлялся со всеми сложностями, которые встречались. аз синфи чандум масалан дар олимпиадаҳо иштирок карданро оғоз кардед шумо? Первая олимпиада моя была в 2015 году. Это была ИМСО. Она проходила по математике в Таиланде, в столице Таиланда. Это была первая для меня олимпиада международная, поэтому она была очень волнительной. Задачи на этой олимпиаде выходили только в английском варианте. Поэтому все в нашей команде немножко нервничали, я в том числе. На отборочном туре немножко перенервничал, и приходилось тратить время на переводы некоторых непонятных слов. Когда мне объявили, что мой ребенок прошел отбор
на такую олимпиаду, ребенок, который никуда не выезжал, понимаете, у меня было, конечно, первое это чувство и радости, и смешанное с тревогой и волнением. بغیر از شما یگون نفر دیگه مثلا سزاوار جایگاه نمایان شدن یا نه؟ Помимо меня, еще 4 человек из команды нашей школы заняли бронзовые медали. И также 2 учеников из гимназии, из лицея Агахана тоже взяли 2 бронзовые медали. بهترین. خب همین المپیاد که مثلا در حیات شما یکمین المپیاد مثلا جمهوریوی بود، از کدام جهت خاطرمون بود؟ چیش مثلا بیشتر برای شما در خاطرتون نقش بسته است؟ Ну, в этой Олимпиаде мне больше всего запомнился сам Таиланд. Это очень красивая страна. У нас было очень много экскурсий. Мы посещали различные знаменитые места. Нас даже отвели в зоопарк. У них там был разбит очень огромный зоопарк. А также мы видели вот дворец принца, где принц у них живет. Вот. Также мне запомнилось само проведение Олимпиады, сами задачи. Они были довольно интересными. Задачи проводились в 3 тура. В первом туре нужно было давать только простые ответы, там были как тестовые задания. Во втором туре к ответам надо было приложить еще решение, объяснить, как именно ты решил эту задачу. А в 3-м туре были творческие задания. Вот. Ну, творческие задания были многим из нас в новинку, но первые 2 тура большинство из нас решили хорошо. Когда я узнала, мне Муалим Олим сообщил, что мой ребенок получил серебряную медаль. Я даже сейчас не могу сдержать своих слез. Это было чувство уже гордости. Гордости, что мой ребенок представил нашу республику, что мой ребенок, да, смог выполнить все эти задания, получить 2-е место, и это было безграничное материнское счастье. و گفتن از سال 2016 هم شما در این دولت به المپیاد رفتید و در آنجا سزاواری مثلا دیپلم فخری گشتید. همینطور نه؟ Да, в 2016 году я участвовал на TMC. Это немножко другая олимпиада, но она тоже международная по математике. Также, و در همون دولت یعنی تایلند. да, также проходила в Таиланде, но в другом городе. Она проходила в Чангмае. На предыдущей олимпиаде я участвовал в детской группе, так как я еще учился в 6 классе. Но на момент TMC я уже немножко не попадал в детскую группу, буквально на несколько месяцев. И меня отправили в взрослую группу, где были уже 11-классники, 10-классники и другие ученики старших классов. Задачи там были уже намного сложнее для старшей группы. И мне не удалось решить многие из них, так как многие темы были мне еще непонятны. Но я все-таки смог получить похвальную грамоту. Это как 4-е место идет после бронзы. وقتی که سزاواری مثلا مدال نگشتید شما رو افتاده نشده در این مورد؟ Ну, разумеется, я немножко расстроился, то, что я не смог получить медаль, но я понял, что это из-за того, что мне не хватало подготовки некоторой математической, и также, что это была моя первая олимпиада во взрослой группе уже, ну и я просто не проходил математику вот на таком взрослом уровне. Это для меня лишь означало то, что надо еще сильнее готовиться, еще больше учиться. شما البته درک کردید که باید بسیارتر خوانید و البته اشتراک هم کنید و همینطور هم شد و سال 2017 شما به دیگر کشور رفتید. همینطور نه مثلا به کشور قزاقستان و در المپیاد اشتراک نمودید. با توصیه کی رفتید این دفعه؟ شما رو کی دستگیری کرد؟ Ну, Олимпиада в Казахстане это была моя первая Олимпиада по физике. То есть это было уже после того, как нас отобрали в сборную по физике. Ну, мы усердно готовились, изучали физику, после чего был, соответственно, отбор на эту Олимпиаду. И я прошел в качестве команды нашей школы. Она отправила команду. Вообще на ИЖО всего есть 3 предмета. Там есть математики, физики и информатики. И наша команда отправила 3 математиков, 2 физиков и 2 информатиков. Я был физиком. Это была моя первая Олимпиада по физике. В чем было отличие основной олимпиад по физике от олимпиад по математике? В том, что там была экспериментальная часть. Это было для нас в новинку, так как у нас нет такой возможности очень часто проводить эксперименты, так как требуется экспериментальное оборудование, которое не всегда можно будет найти. И поэтому это был также первый эксперимент. И не все пошло по плану, потому что не было много практики. На этой Олимпиаде мне не хватило 0,3 балла до бронзовой медали.
یعنی شما در این مورد رو افتاده نشدید و باز تیاری دیدید برای اشتراک در دیگر المپیادا. وقتی که از اون المپیادا برگشتید باز به آذربایجان رفتید و در اونجا از فن مثلا متماتیکا، فیزیکا و شیمیا جای یکم رو گرفتید، یعنی مدال سزاوار مدال طلا گشتید. خب کمی درباره این دستاورد و درباره این олимпиада به ما معلومات میدید؟ Ну, на самом деле, эта Олимпиада была отдельной историей, так как это была первая подобная Олимпиада. Дело в том, что в Азербайджане проводилась лаборатория подготовки талантов из года в год, но это был проект чисто для азербайджанских школьников. И это был первый год, когда они решили вывести это на международную площадку. Они пригласили несколько стран, в том числе и Таджикистан. Сначала все думали, что на Олимпиаде также будет один физик, один химик и один математик. И каждый будет решать свой предмет. Меня выбрали как физика. Но на самой Олимпиаде оказалось, что каждый участник решает все 3 предмета. Это для меня было, конечно, сюрпризом, но, к счастью, помимо физики я все-таки увлекался и математикой, и химией, и все эти предметы я смог написать хорошо. Конечно, я с волнением ждал результатов, так как на Олимпиаде участвовало огромное количество школьников из Азербайджана, школьники из России, Европы и других стран. Вот. Но когда объявляли результаты, оказалось, что у меня золотая медаль, и также я смог занять абсолютно первое место в общем зачете по баллам. Я был очень рад, и удивлен в какой-то степени. Когда он летел в Азербайджан, я даже не представляла, что там у него будет. Я, как всегда, думала, что он едет по предмету физика. И вдруг он мне сообщает, что у него комплекс предметов. Я знаю, что у меня ребенок маленький, что программа еще до конца, допустим, не изучена. Я была в шоке. Единственное, что я ему сказала: да, Лерик, что бы ни случилось, ты молодец, ты участвуешь в этой Олимпиаде, и это гордость наша. Но когда опять мне пишет преподаватель, что Далер получил золотую медаль, и он в своем письме пишет мне, что я не могу сдержать слезы радости. Ну что это, конечно, для матери, это просто было что-то такое, я не знаю. Я была горда своим ребенком, просто счастлива была, что он смог по 3 предметам среди многих участников занять первое место и получить золотую медаль. این اولین مدال طلای شما در حیاتتون بود. مثلا چی احساسات شما رو فرا گرفت؟ شما الکی سزاوار جای دوم گشته بودید، مثلا از فن متماتیکا، ولی از هر 3 فن‌های دقیق خب سزاوار جای یکم شدید. چگونه احساسات شما رو فرا گرفت در اون مورد؟ Разумеется, я обрадовался, что смог получить золотую медаль. Это все-таки была моя первая золотая медаль на международной Олимпиаде. Но я решил после этого не расслабляться, так как я знал, что впереди будут еще более сложные Олимпиады, еще больше участников из разных стран. И чтобы на них даже также занимать места, уже нужно не опускать планку ниже, а наоборот еще больше и больше готовиться. وقتی که شما با مدال طلا به وطن برگشتید، شما رو چگونه پیشواز گرفتن؟ Разумеется, нас с самого начала встретили в аэропорту. Там были камеры, нас снимали. Всего было 3 участника. Также участник по химии смог получить бронзовую медаль. К сожалению, участников по математике немножко не хватило баллов. Но нас все равно очень радостно встречали, поздравляли. Родители знали, что я получил золотую медаль еще до того, как я приехал. Мы им сообщили по телефону. Они, разумеется, очень обрадовались. Они не ожидали, что я смогу получить золотую медаль. Конечно, и учителя и друзья за меня были очень рады. Учителя меня поздравляли и все-таки говорили, чтобы я на этом не останавливался и шел дальше. آفرین. میدونید مادرتون یک چیز رو درک کردن. گفتند که بسیاری مثلا در همین المپیاده ها خودش مثلا سهم میگیرد. یعنی بعدی اونی که نامنویس میکند و مثلا اون رو دعوت میکنند بعد ما میفهمیم. درست است؟ Как я и сказал, эта Олимпиада была для нас очень большим сюрпризом. Дело в том, что я не знал об этой Олимпиаде, она была первая такая Олимпиада вообще. И я сидел, и к нам пришло письмо. Письмо о том, что вот меня выбрали для участия вот в этой Олимпиаде. И только тогда я узнал, там были уже куплены билеты, и мое имя стояло в бланке, то, что я туда лечу. И только тогда я узнал, что я лечу на эту Олимпиаду. Это было для меня большим сюрпризом. А я, разумеется, сразу же начал к ней готовиться.
Но готовился в основном только по физике, потому что думал, что отправят меня только по физике. پدر و مادرتون بعد فهمیدن Да. بعدی مثلا شما چه خیلی گفتید به مادرتون که مثلا الکی نام شما در اینجا درج کرده است؟ Мне пришло письмо. Я сначала не совсем понял, что это за письмо, а тогда я показал его своим родителям. Они его почитали, ну, там было написано, что меня пригласили на эту Олимпиаду. Тогда они позвонили в школу, ну, чтобы выяснить, что это, правда это или как. В школе им сказали да, то, что уже отобрали 3 участников для таджикской команды, сборной. Ну, вот поздравили, то, что меня выбрали, чтобы я летел на эту Олимпиаду. شما با توصیه معلمان باز خودی همان سال با این المپیادای مثلا از فن فیزیک در اندونزیا که برگزار شد به اونجا سفر بر شده. این المپیادا چگونه گذشت؟ Дело в том, что ИФУ 2017 – это Всемирная Олимпиада по физике, то есть это главная Олимпиада физики в жизни любого физика-школьника. В ней участвуют свыше 90 стран, и с каждым годом это количество все растет. Огромное число участников из Китая, России, США, стран Европы, ну и почти всех крупных стран. Задача, ну, это одна из самых сложных олимпиад по физике. В ней также присутствует теоретический и экспериментальный тур. На теоретическом туре предлагаются 3 задачи повышенной сложности. Каждая задача — это как отдельная история. Обычно они описывают какой-то физический эксперимент или открытие, которое недавно совершили, или какой-нибудь феномен. Например, в Индонезии предлагалась задача про природные катаклизмы. Так как в Индонезии иногда случаются катаклизмы, там была задача про вулкан, была задача про землетрясение и цунами. Нужно было описать все эти природные явления, как они образуются, что в себе несут, как их можно предсказывать, предугадывать. Все это предлагалось на задачах. Также там были эксперименты. Эксперименты на Всемирной Олимпиаде, они намного сложнее, чем на других Олимпиадах, в том числе из-за того, что у этой Олимпиады большое финансирование, и поэтому они могут закупать себе различные лазеры, магнитные установки и прочее. Ну, разумеется, опыта работы с такими приборами у меня тоже было мало. Также на этой Олимпиаде произошла маленькая проблема. Дело в том, что на Всемирной Олимпиаде задачи всегда переводятся на язык, который выбирает участник. Так как в регламенте четко прописано, что это Олимпиада по физике, а не по языкам. То есть задачи должны переводиться. Но в том году возникла проблема с переводом, и не все участники смогли получить перевод. Ну, в том числе и я не смог получить русский перевод задач. Задания были на английском. Ну, к счастью, я на то время уже лучше знал английский язык, так как изучал его в школе. И для меня это особо большой проблемы не предоставило, но все же я работал медленнее, чем мог бы, если бы задания были бы на русском языке. شاید همین سبب شد که شما سزاوار جای سوم گشتید. اگر مثلا با زبان روسی پیشنهاد میشد شاید مدال طلا رو هم میگرفتید. همین خیلی نه؟ Ну, на золотую медаль я в то время еще не был готов. Все-таки задачи были очень сложными, и участники из других стран также были очень сильными. Думаю, если бы язык был бы русским, я, конечно, получил бы больше баллов, но вряд ли это была бы золотая медаль. یعنی همین طور شما در سال 2017 به 3 المپیادا رفتید و در هر 3 آن سزاوار جایهای نمونوی گشتید. سال 2018 شما با آغاز المپیادا مثلا سفر کردن به قزاقستان از فن فیزیک شد. همین طور نه؟ Да, это уже был 2-й раз, когда я участвовал в этой Олимпиаде, но она не перестала преподносить сюрпризы. Разумеется, задачи были уже совсем другого плана. Они всегда очень усердно работают над подготовкой задач, стараются, чтобы они были в одно время сложными и интересными. Также удивил эксперимент этого года, так как эксперимент был про пробирку, нужно было изучать колебания пробирки в емкости с водой. И вот это было немножко сложно, так как вода постоянно разбрызгивалась, и я в тот раз, не имея опыта, замочил всю свою работу в воде. باید خاطر رسان شویم که باری اول وقتی که شما در این المپیاد سال 2016 اشتراک کرده بودید 0 از 10 3% یعنی بلی شما نرسیده بود. همینطور نه؟ نه. خب امسال کوشش کردید که در این المپیاد جای نمونوی را گیرید، یعنی جای سوم رو گیرید. از این خرسند شدید که الکی به نتیجه ها نوعی گشته ایستادید. Ну, да, я радовался, что мне удалось получить бронзовую медаль, но, с другой стороны, я и расстроился немножко, что не получилось получить серебряную медаль. Так как мне, опять же, буквально, мне не хватало менее 2 баллов до серебра, если бы я еще чуть-чуть постарался и получше бы сделал эксперимент, то, у меня было бы в тот раз серебро. هیچ گپ نی، به فکرم الکی
пай бурдед ки дар соли 2018 нисбати соли 2017 боз дар олимпиадаҳои зиёдтар иштирок мекунед. ҳамин хеле? олимпиаде ки дар шаҳри Москва баргузор кардед, яъне нанотехнология. ҳамин хел буд номгузорӣ. хуб, ин чӣ фарқият дошт ҳамин олимпиада аз дигар олимпиадаҳое ки масалан шумо иштирок карда будед? Ну, во-первых, на эту Олимпиаду был общий отбор, то есть независимо от страны. Могло пройти любое количество участников из любой страны. Отбор проводился в виде онлайн-тура. Было предложено по 10 задач по каждому из предметов Олимпиады. Это математика, физика, биология, химия. Причем задачи нано-олимпиады отличались тем, что они носили более поисковой характер. Для решения этих задач было разрешено пользоваться интернетом и различными источниками, книгами, так как информация, находящаяся в этих задачах, она не преподается ни в школьном курсе, ни даже в некоторых университетских программах. То есть ее надо было именно найти, прочитать, усвоить и с помощью полученных знаний решить эти проблемы. Задачи на отборочном туре были очень сложными. Давалось около 2 месяцев на их решение, потому что действительно задачи брали очень много времени, так как нужно было и найти информацию, и дальше решить задачу. После того, как я сдал отборочный тур и загрузил все задачи на сайт, шла проверка задач, ну, я ждал с нетерпением, и после этого вышел результат, то, что я все-таки прошел на эту Олимпиаду. И, ну, меня пригласили туда, сообщили, какие документы необходимо предоставить, и сказали, когда будет очный тур. Очный тур проходил в Москве. 26 марта была церемония открытия, первый день Олимпиады. Также отличие очного тура этой Олимпиады от других Олимпиад в том, что он очень насыщенный. Так как в Олимпиаде сдаются сразу 4 предмета, она проходит в 4 тура, которые умещаются всего в 2 дня. То есть в первый день мы сдавали и биологию, и физику одновременно. Каждый тур длился 3,5 часа. И, в общем, мы сидели, писали работу 7 часов с обеденным перерывом посередине. То же самое было на следующий день. Ну, разумеется, это было немного сложно, такие нагрузки в течение 7 часов. На очном туре по каждому из предметов было 8 задач. 5 задач входили в так называемую простую группу. То есть для решения этих задач необходимо было хорошо знать школьную программу. А 3 задачи, они стоили по 20 баллов, входили в сложную группу. И для их решения нужно было знание какой-то дополнительной информации. Многие из них были связаны с какими-то недавними открытиями. Например, одна из задач по физике была связана с лазерным пинцетом, за который в том же году давали Нобелевскую премию. سودا کرده میفهمونید مثلا چگونه لازری شاید به یگون طوری شو باشد یا اینکه مثلا به طوری تجربه. Лазерный пинцет – это недавняя разработка, ну, вот 2018 года буквально. Этот пинцет, он служит для перемещения очень маленьких объектов. Дело в том, что ученые физики обнаружили, что если в лазер, ну, с особым распределением интенсивности поместить частицу, то образуются радиальные силы, которые удерживают эту частицу в центре лазера, не давая ей выйти за его пределы. Тем самым таким лазером можно как пинцетом подцепить очень маленькую частичку и перенести ее в какое-то место. Например, с помощью этого лазера можно двигать клетки, ну и прочие очень маленькие предметы. Так как Олимпиада была по нанотехнологиям, то на ней этот лазер был предложен как задача. یعنی در این المپیاد شما سزاوار دیپلم درجه 1 گشتید. همین خیلی؟ Да. На этой Олимпиаде, ну, не выдавали медали, на ней выдавали дипломы, но смысл, в принципе, тот же. Я на той Олимпиаде смог получить диплом 1-й степени, а также диплом абсолютного победителя среди 9-х классов. То есть все остальные участники в 9-х классах набрали меньше баллов, чем я. المپیاد دیگری که شما در آن اشتراک کردید خودی همون سال و در همون شهر، یعنی در شهر مسکو برگزار گردید و از فن فیزیک بود. درست است؟ Да, это была ЕФО, Европейская Олимпиада по физике. Дело в том, что это очень молодая Олимпиада. Например, вот эта Олимпиада, прошедшая в 2018 году, была 2-я по счету. Эту Олимпиаду создали в Эстонии, и она была создана для того, так как существовала Всемирная Олимпиада по физике, Азиатская Олимпиада по физике, а Европейской Олимпиады по физике не было. Поэтому они решили ее создать. И дело в том, что задачи на этой Олимпиаде также очень сильно отличаются от задач на Всемирной Олимпиаде по физике. Как пишут сами создатели Европейской Олимпиады,
они не хотят создавать большие задачи, потому что на Всемирной олимпиаде по физике задачи очень большие, с огромным количеством пунктов. И нередко условия задачи занимают 2, а то и 3 страницы. На Европейской же олимпиаде по физике они создали очень интересные и маленькие задачи, но от этого они не стали менее сложными. Наоборот, из-за того, что в них было меньше информации, меньше наводящих пунктов, и из-за их стандартного формата приходилось, наоборот, больше думать и как-то искать ответ. ЕФУ также проходила, ну, как и все олимпиады по физике, проходила в 2 тура. Один тур теоретический, другой экспериментальный. Эксперименты на ЕФУ тоже постарались сделать максимально короткими и, ну, с таким нестандартным условием. Задачи были очень нестандартные, с очень маленьким условием. Так как говорят создатели Олимпиады, они решили ее максимально приблизить к настоящему исследованию. То, когда изначально у тебя мало данных, и тебе из них надо как можно больше всего найти. Этот формат был нестандартен. Также сложность была в том, что было очень мало задач предыдущих годов, так как прошел только 1 год, и к решению было доступно только 3 задачи для подготовки. Обычно для подготовки, например, к той же Всемирной Олимпиаде, очень эффективный метод — это прорешивать задания предыдущих годов. Но если со Всемирной Олимпиадой это просто, так как есть более 60 предыдущих лет и заданий, то с европейской так поступить было нельзя, и каждый год были задачи, и никто не мог сказать, какими они будут или на что они будут похожими. Мне очень понравилась организация этой Олимпиады в Москве. Нас возили по всяким интересным местам. Также мы посетили парк Зарядье, который в том году в Москве только открылся. Это был новый парк, и нас туда отвели. Было очень много интересных экскурсий. Я был не в первый, ну, это уже была не первая Олимпиада в Москве, и в городе я был несколько раз, но все равно экскурсии были проведены так, что я все-таки узнал что-то новое об этом городе. Билохира шумо дар ин олимпиада сазовори ҷойи сеюм гаштед. Ҳамин хел не? Да, на этой Олимпиаде я смог получить бронзовую медаль. Конечно же, очень хотелось серебряную, и до нее не хватало совсем немного баллов. На этой Олимпиаде на апелляцию заходили не руководители команд, то есть учителя, а сами ученики. Я, разумеется, тоже зашел на апелляцию, смог получить несколько дополнительных баллов, но все-таки чуть-чуть буквально не хватило до серебряной медали. шумо гуфтед ки ман бисёр мехостам ки сазовори ҷойи дуюм шавам, яъне медали нуқра. Барои чӣ намехостед сазовори ҷойи якум, яъне медали тилло гардед? Ну, просто я уже видел свои баллы на тот момент, и я понял, что как бы хорошо я не провел апелляцию, баллов до золотой медали мне уже не хватит. А до бронзовой там, в принципе, не хватало где-то около 3 баллов, и их, в принципе, на апелляции можно было заметить, так как, несмотря на то, что работы проверяются очень хорошо и внимательно, в некоторых местах профессора все-таки иногда что-то пропускают, так как они проверяют огромное количество работ и устают. Ну, у меня тоже была парочка таких пропусков. За это мне подняли где-то около 1 с чем-то баллов, но до серебряной медали все равно не хватило. баъд аз ин шумо тасмим гирифтед дар олимпиада иштирок намоед ки дар шаҳри Португалия баргузор гардид. Ҳамин хел не? Да, после этого была еще одна международная олимпиада, всемирная. Уже вторая моя всемирная олимпиада, ИФО, она проходила в Португалии. Дело в том, что из года в год наука развивается, и олимпиады стараются от нее не отставать. Поэтому каждая олимпиада, она немного сложнее предыдущей. И, ну, чтобы продолжать получать медали на олимпиадах, нужно усердно готовиться. Но в этот раз у меня уже было больше опыта именно с экспериментальной части, так как я уже проводил несколько экспериментов на предыдущих олимпиадах. И в этот раз у меня вышло действовать быстрее, чем раньше, собрать больше информации, обработать ее лучше. Также намного лучше решил теоретическую часть. В этом году мне удалось решить большинство задач из представленных, большую часть из 3 представленных задач. И после этого мы снова ждали результатов. На Всемирной Олимпиаде на апелляцию заходят только лидеры, то есть учителя, и поэтому никто не знал свои баллы до церемонии закрытия. И на церемонии закрытия уже объявили, что у меня вот серебряная медаль. Я, в этот раз уже очень обрадовался, так как это серебро со Всемирной Олимпиады, и оно очень, значимо. дар ин қадар олимпиадаҳо масалан иштирок кардед ва ҳоло ҳам боз тасмим гирифтед ки масалан дар олимпиадаҳо иштирок кунед, тарси шумо гум мешуд ё на аз ин олимпиада ба ин олимпиада рафтан масалан? Разумеется, каждая олимпиада придает уверенности, так как появляется все больше и больше опыта, все больше задач уже решено и находится позади, все больше экспериментов проведено. Также во время олимпиад знакомишься с участниками из других стран, находишь друзей, потом их видишь уже на других олимпиадах. Еще
знакомишься с некоторыми профессорами, после чего их уже узнаешь. Ну, становится как-то легче ходить на апелляции, и уже больше чувствуешь себя в кругу, ну, своих знакомых, друзей и прочих, ну, людей. Но, разумеется, перед каждой Олимпиадой я все равно волнуюсь, так как знаю, что это все-таки будет новое испытание с новыми заданиями, с новыми какими-то вызовами. Ну, еще особенно успокаиваюсь, когда Олимпиада проходит в одном и том же месте несколько раз. Уже город становится более-менее знакомым, начинаешь запоминать, что где расположено, и уже не теряешься так, как в первый раз. бо ин қадар нафарон аз наздик шинос шудед, хоб дӯстӣ ҳам кардед байни ҳамдигарӣ ва ҳоло ҳам масалан тавассути сомонаҳои интернетӣ бо ҳам дар алоқа ҳастед ё на, бо ҳамон дӯстоне ки дар олимпиадаҳо иштирок карда будед? Да, на некоторых Олимпиадах с некоторыми, ну, тоже участниками, мы обменивались электронными адресами для связи. Ну, например, у меня из Таиланда один друг передал мне электронный адрес. Правда, не со всеми, ну, выходит так часто общаться, потому что, во-первых, есть разница в часовых поясах. Да. Например, когда у нас тут день, у них уже вечер и наоборот. Также они заняты в разное время. Многие из тех друзей, которые я приобрел на прошлых Олимпиадах, ну, они учились в 11 классе, и сейчас многие из них уже учатся в университетах, то есть у них уже совсем мало времени. И поэтому с такими друзьями, ну, в основном мы видимся на Олимпиадах, когда они тоже туда приезжают, в свободное время, на экскурсиях, ну и прочих мероприятиях. беҳтарин. баъд аз ин шумо боз дар олимпиада иштирок кардед ки дар шаҳри москва баргузор гардид. каме аз ҷараёни ин олимпиада боз қисса мекардед. ба фикрам бори сеюм вақте ки дар ин гуна олимпиада масалан дар як шаҳр иштирок мекунед, бо рӯҳияи қавӣ ба фикрам метавонед ҳамон ҷойҳои намунавиро ишғол намоед. Ҳамин хеле? Да, это была уже моя третья Олимпиада в Москве, где много уже было знакомо. Но эта Олимпиада, она также была очень удивительной в своем плане, уникальной Олимпиадой, так как это Олимпиада не стран, а в первую очередь городов. Если в других Олимпиадах, ну, в семейных, европейских, участники представляют свою страну, то в Олимпиаде мегаполисов участники представляют свой город. Мы представляли город Душанбе. Дело в том, что эта Олимпиада проводится уже около 6 лет, но только с прошлого года команду города Душанбе пригласили, так как только в том году Душанбе стал городом-миллионником и начал считаться мегаполисом. А Олимпиада мегаполисов была создана именно для того, чтобы развивать образование именно в отдельных городах, в крупных городах, так как в мегаполисах знание — это основное оружие, которое помогает людям становиться там успешным, и они все более и более ценятся. А Олимпиаду организовывал лично мэр Москвы Сергей Собянин, и организация была на высшем уровне. Нас поместили в большой 4-звездочный отель, было огромное количество экскурсий, и также были очень интересные задачи. Задачи по своему плану походили на Всемирную Олимпиаду по физике. Также было 3 задания с большим количеством пунктов. Эксперимент очень сильно удивил, так как на этой Олимпиаде эксперимент был командным. То есть 2 физиков из города работали над одним и тем же экспериментом, так как эксперимент был очень огромным и сложным. В этом эксперименте участникам предлагалось самостоятельно создать радио. То есть создать не только радио, а вышку-передатчик. Надо было создать сначала передатчик, потом радио, которое принимает сигналы, потом, в принципе, получить сами сигналы и расшифровать зашифрованное слово. Ну, времени на эксперимент давалось не так много, и были приборы, с которыми нам также приходилось там знакомиться, такими как осциллограф. До этого мы с осциллографами не работали. Вот. И времени, чтобы довести эксперимент до конца, немножко не хватило, но очень хотелось, так как эксперимент был очень интересным. Мне этот эксперимент очень сильно понравился. рафиқи шумо ки буд? Шумо айни замон дарж кардед ки масалан дар ин олимпиада шумо 2 нафар як таҷрибаро иҷро мекунед. Ҳамин хеле? Хоб, рафиқатон ки буд? В команде города Душанбе из нашей школы было 2 физика, я и Хасанов Фарахман, тоже ученик нашей школы. И мы вместе работали над этим экспериментом. гарчанде шумо дар ин олимпиада масалан як таҷрибаро 2 нафар иҷро кардед, вале шумо сазовори ҷои дуюм шудаду, Фарахман сазовори ҷои сеюм. Ҳамин хеле? Чӣ гуна рух дод ҳамин? Барои чӣ шумо ҷои дуюм ва рафиқатон масалан ҷои сеюм? Дело в том, что несмотря на то, что эксперимент был общим, и по нему мы получали одинаковые баллы, теория все-таки была индивидуальной. То есть теоретический тур каждый из нас писал по отдельности. И
мой сокомандник немножко хуже написал теоретический тур, чем я, и поэтому у него не вышел получить серебряную медаль, он получил бронзовую. ягон олимпиада ба ин олимпиада монанд набуд ба фикрам. Метавонем масалан бо рафиқ. Все другие олимпиады по физике были только в личном зачете. Командный зачет уже существовал только как сумма баллов участников. Только на этой олимпиаде 2 участника работали в команде над одним и тем же экспериментом. шумо худро дар нанотехнология, физика, химия, математика санҷидед. дар соли 2018 аллакай дар 5 олимпиада иштирок карда будед ва масалан моҳи декабр ки шуморо ба олимпиадаи дигар даъват карданд ва ин олимпиада дар шаҳри Қазоқистон сурат гирифт. ҳамин тавр не? خب شما در تمام المپیاده ها از نانوتکنولوژی، از فیزیک، از شیمی، از متماتیک اشتراک کرده بودید. سبب چی بود که در این المپیاده مثلا از информатика اشتراک کنید؟ Дело в том, что я тоже, помимо всех этих предметов, увлекаюсь программированием. Мне интересно иногда создавать дома какие-то программы и то, как они работают. В 2017 году мы также пробовали пройти на эту олимпиаду, но у нас в тот раз не вышло. Дело в том, что ЕКОШП — это Евразийская командная олимпиада школьников по программированию. То есть каждая команда — это 3 участника. В принципе, любой может создать свою команду, пригласить туда еще 2 человек и участвовать в отборочном туре олимпиады. Наша команда была интересна тем, что в ней не было ни одного информатика. В нашей команде было 2 физика и 1 математик. Это было немного странно, но тем не менее у нас вышло сдать отборочный тур хорошо, и мы прошли на эту олимпиаду. Она проходила в Казахстане, в городе Алматы. В принципе, она проходила уже в знакомом нам месте, но все-таки было огромное количество отличий, так как программисты всегда ездили сдавать в немножко другое место, ну, где были компьютеры и прочее оборудование для них. И я там еще не был. Мы с командой туда поехали, и там на этой олимпиаде был всего 1 тур, очный тур по программированию. Участникам предоставлялось огромное количество задач. Какие-то из них были ориентированы более на математику, какие-то из них были ориентированы более на какие-то программные функции, знания языков, умение быстро придумывать какие-то алгоритмы и реализовывать их. На этой олимпиаде за каждую задачу дается какое-то определенное число баллов, и так как все это сдается с компьютера, то там идет очень точная слежка за временем. То есть видно, когда какая задача была отправлена участникам. А также результат задачи известен сразу после ее отправки. То есть вы пишете какую-то программу, отправляете ее на сервер, после чего программа подвергается серии тестов. Если программа проходит все тесты, вам об этом сообщают, и задача считается решенной. Если программа не выполняет какой-то тест, то есть выдает на нем ошибку, то вам об этом также сообщается, говорится, на каком тесте была ошибка, но сам текст теста вам не выдается. После чего вы с сокомандниками должны найти ошибку в своей программе, где и как что-то могло пойти не так. Также на этой олимпиаде на всю команду выдается только 1 компьютер. Поэтому, чтобы отлавливать ошибки в задачах, можно было воспользоваться принтером. Они могут распечатать код задачи и принести ему участнику. И после этого 2 участника могут продолжать думать над задачами, писать код на компьютере, а 3 может быстро пробежаться по уже написанному коду и попытаться отловить в нем ошибку. Но так как во время соревнования присутствовала таблица всех участников и всех их задач, какие прошли, которые не прошли, чтобы сохранить интригу, за час до конца олимпиады вся эта таблица была заморожена, и результаты других команд нам больше не показывались. Но все равно, так как мы сразу знали, какие задачи правильные, какие неправильные, мы уже могли предположить, как хорошо мы написали, спрашивая другие команды, сколько задач они решили правильно и сколько неправильно. Но сюрпризом для нас все-таки стало то, что впервые, попробовав себя в программировании на международной олимпиаде, нам удалось получить серебряную медаль в командном зачете. شما медали нухрагиро интизор будед ё на аз ин олимпиада? На то время у меня было уже 3 серебряные медали до этой олимпиады. Это была уже моя 4-я серебряная медаль. Но мы не ожидали серебряную медаль именно по информатике, так как это был для нас очень новый предмет и наш дебют в программировании. Но все-таки мы постарались и смогли ее получить. اگر کوشش میکردید اینچنین медали طلا هم میشد به فکر من میتونه اگر خوبتر مشق میکردید. Да, дело в том, что у нас было не так много времени на подготовку. Буквально после отборочного тура нельзя было забрасывать все-таки физику,
и еще усиленно работать на программировании. А так как до этого программирование мы изучали в основном по школьной программе, и, может быть, не знали многих функций, многих алгоритмов, которые можно использовать для программирования. А чтобы получить золото и кошпа, нам нужно было решить еще хотя бы 2 задачи или решить еще одну задачу, но быстро. Так как время там тоже учитывалось, время отправки заданий. در بین همه اشتراکداران از صنف 8 تا صنف 12 دلیر به قطار غالبان داخل شد. دیگر غالبان همش اساساً از صنف 11 بودن، از کشور روسیه بودن. در المپیاد نماینده‌های 28 کشور جهان شرکت ورزیدند. اما در بین غالبان و جایزه داران اساساً نماینده‌های کشور روسیه و تاجیکستان بودند. این باعث افتخار هم لیتسه هم تمامی مردمی ما است. در سال 2018 شما در 6 المپیادا اشتراک کردید و در همه آن مثلا سزاوار جایهای نمونوی گشتید. برای شما مشکل نبود در این قدر المپیادا زیاد اشتراک کردن؟ بعداً با درس‌های شما هم خلل نمی‌رساند؟ Ну, на самом деле, я не думаю, что это вызывало какие-то сложности, потому что каждая Олимпиада — это радость, это возможность проявить свои способности. Разумеется, после Олимпиады мы все возвращались уставшими, но счастливыми. И, я думаю, что участвовать, на стольких Олимпиадах не было для меня трудным. Если была бы возможность, я бы еще на больших Олимпиадах участвовал. В 2018 году он участвовал на 6 Олимпиадах. Конечно, как мама я переживала. Думала, устает, сложно. Ведь помимо этого идет еще и школьная программа. Он очень любит и другие предметы, которые его увлекают. Допустим, государственный язык, история таджикского народа, географию он очень обожает. Но один раз я ему и задала вопрос: Далер, это тяжело. А он сказал мне: мама, в этом я вижу свое счастье. Я не думаю, что эти Олимпиады как-то мешают другим урокам или отнимают от них время. Я считаю, что Олимпиады, наоборот, помогают урокам, так как перед ними ты очень много готовишься и готовишься намного больше, чем обычно. То есть у тебя есть какой-то стимул учиться больше и усерднее. همینطور سال 2019 هم فرو رسید و اولین المپیادی که شما در آن اشتراک کردید در قزاقستان سزاوار جای نمونوی یعنی جای فخری مدال طلا گشتید. میدونید در تمام سامانه‌های اینترنتی نوشته میشد پسرک صنف 10 از تاجیکستان سزاواری مدال طلا گشته است در قزاقستان. خب این شما رو مثلا روح بلند میکرد وقتی که در المپیادا سزاواری مدال طلا گشتید؟ Разумеется, я был счастлив, когда получил золотую медаль. Это было мое 3-е ИЖО, и я постоянно стремился улучшать свой результат. Вот. И в этом году у меня вышло получить золотую медаль. Я был очень рад. Старался не зацикливаться на этой золотой медали, так как впереди есть еще более сложные олимпиады по физике. Например, Всемирная олимпиада по физике, Азиатская олимпиада по физике. И чтобы на них уже получить золотую медаль, нужно будет работать намного больше. این دویمین مدال طلای شما بود در این مدت، بله؟ در مدتی مثلا 3-4 سال. Да, это была моя 2-я золотая медаль. Не считая тот диплом 1-й степени из Москвы. В 2019 году мой ребенок участвовал на Желтыковской олимпиаде. На этой олимпиаде он уже был, привез бронзовую медаль. Ожидали, конечно, мы тоже ждали, что будет в этот раз, как он справится со своими заданиями. Через определенное время мне сообщают, что мой ребенок получил золотую медаль. И мне говорят, что эта золотая медаль первая на уровне вот такой олимпиады Желтыковской по физике из Таджикистана. Конечно же, радости моей, счастье переполняло меня. Я благодарна Богу, благодарна своему ребенку за то, что он мне доставляет такое удовольствие в жизни. Он просто украшает мою жизнь. نقشی استادشون نیاید بلند است. براستی جهانگیر رستمزاده خودش ختم کننده لیسه ما و بعد از این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های پرقوت‌ترین جهان رو تا ختم نمود. نام این دانشگاه دانشگاه فیزیکی و تکنیکی شهر مسکو است که شهرت جهانی دارد. ختم نموده مکتب برای کار آمد
گفتم ممکن در ظرف یک دو سال مهنت زیاد کوشش خودی شاگردان اونها با همین خیلی نتیجه نظررس نویل گردیدن. بعد از این یک چند روز پیش از ثبت برنامه شما از مسکو برگشتید، یعنی از المپیادی که در آن مثلا диплом درجه 1 باز сазовор гашted. Михаил? Да, в этом году я уже заранее начал решать задачи отборочного тура. Ну, так как уже знал об этой Олимпиаде, хотел на нее поехать еще раз. На этот раз мне удалось решить намного больше задач, чем в прошлый раз на отборочном туре, так как я и старался больше и уделил этому больше времени. После этого на очном туре, опять же, Олимпиада шла по такому же формату. Дело в том, что Олимпиада проходит на базе факультета ФНМ, факультет наук о материалах. И дело в том, что вот с наукой о материалах очень тесно связана химия, так как химия больше всего нужна для изучения построения новых материалов. И поэтому на Олимпиаду приехало огромное количество химиков и биологов, которые очень хорошо писали эти два предмета. Конкуренцию в химии и биологии мне было сложновато им составлять, а зато я старался основной упор сделать на физику и математику, то есть написать их очень хорошо, чтобы в общем зачете были хорошие баллы. Но в этом году мне помимо физики и математики также удалось написать хорошо биологию. И в конечном зачете я опять же получил диплом первой степени, абсолютного победителя среди 10 классов. И также абсолютного победителя по математике. То есть именно предмет математику я написал лучше, чем кто-либо. حالا با فکرم در سال 2019 باز نقشه ها دارید که در چندین المپیاده های دیگر هم اشتراک کنید. Да, в этом году я опять же рассчитываю поучаствовать во Всемирной Олимпиаде, в Европейской, в Азиатской, в Олимпиаде мегаполисов. В общем, всех Олимпиадах, которые уже проводились в прошлом году. И, разумеется, я очень сильно надеюсь улучшить свои результаты по сравнению с прошлогодними. Для этого придется заниматься с удвоенной силой, изучать, и главное изучать новое, так как Олимпиады постоянно вводят какие-то новые темы в свои задачи. دلیر، اینجا بسیار درباره المپیاده ها صحبت کردیم. خب بیاید کمی درباره مکتبتون صحبت میکنیم. Дело в том, что в нашем лицее основной упор сделан именно на точные науки. Математику, физику, химию, информатику. В неделю у нас много часов по точным наукам. И также, помимо этого, для всех желающих создаются кружки после уроков или в какое-то другое свободное время, где они могут заниматься той наукой, которая им больше всего нравится. Разумеется, в нашей школе ведутся и остальные предметы: английский язык, русский язык, государственный язык, история таджикского народа. В общем, все предметы по школьной программе. مسئولین بخش لیتسه اینترنت از دستاوردهای سزاوار گردیده خوانندگان خود بسیار افتخارمندند و کوشش می‌نمایند که سطح چنین جوانان تشبثکار را در مؤسسه تعلیمی خود بیشتر گردانند. برای ما مهم است که چه خیلی نتیجه که لیتسه ما دارد همین خیلی مکتب‌ها در تاجیکستان ده ها حتی صدها باشند. چون که پیشروی هر یک کشور محض از معارف صرف می شود. یکی از آدم‌های داراترین جهان میگوید که در آینده همان کشور پیش قدم ترین می شود، موفق ترین می شود که در همان کشور شماره لیتسه و گیمنازیه های فیزیکی و متماتیکی زیاد باشند. از بس که تمایل ما هم فیزیکی و متماتیک است، باز خیمی و انفرماتیک است، هر قدر همین خیلی شماره همین خیلی مکتب‌ها در تاجیکستان زیاد باشد، سرعت پیشروی تاجیکستان همون قدر زیاد می شود. دلیر پیروف از زمره جوانان دوران استقلال است که دانش کامل از فن‌های دقیق، متماتیک، فیزیک، کیمیا، بیولوژی و انفرماتیک دارد. تلاش و زحمت‌هایش را به نوبت گرفته او را آموزگاران و رهبریت لیتسه اینترنت در همه سمت کمک می‌نمایند. دلیر، شما وقت‌های خالی دارید؟ مثلا اینقدر در المپیاده ها اشتراک میکنید، خب تحصیل میکنید، باز با درس‌های علاوه‌ای هم میخونید. عموما وقتی خالی یافت میشود در حیات شما؟ Да, скорее всего, у меня намного меньше свободного времени, чем у других моих сверстников. В это свободное время, чтобы отдохнуть, мне нравится читать научную фантастику. Мне нравится этот жанр именно потому, что он все-таки
он показывает взгляд писателей на мир будущего. И мне очень интересно сравнивать то, что они угадали, то, что не угадали, и то, что, возможно, когда-нибудь тоже изобретут, и насколько это возможно. Помимо этого, в свободное время я также иногда, просто гуляю по улице, различные прогулки, чтобы подышать свежим воздухом. Также иногда я, играю со своей семьей, в шахматы, например, и иногда мы просто разговариваем о чем-нибудь. шумо шахматро хуб бозӣ мекунед, бозии шахматро? Дело в том, что я шахматами увлекаюсь непрофессионально. То есть я никогда не ходил в шахматную секцию, у меня не хватало на это времени. Так что, в шахматы я играл только вот со своими родными, среди друзей. далер дӯстони зиёд доред? Да, у меня много друзей, в основном это мои школьные друзья. В большинстве своем это другие олимпиадники по физике, математике или информатике. Вот. Мы с ним можем поговорить на общие темы, а также мы с ними много ходим на олимпиадах и в том числе. Также у меня есть друзья среди одноклассников, но в основном большинство моих друзей это друзья из школы или друзья с олимпиад. далер шумо нисбати он наврасон, он ҷавононе ки масалан хоб намехонанд, таҳсил намекунанд, чӣ гуфтаниҳо доред? Мне кажется, что вот каждый ребенок, он по-своему талантливый, и главное в нем этот талант найти, раскрыть и заинтересовать его это. Кому-то нравится больше физика, кому-то математика, кто-то может быть хороший художник. А главное, чтобы учитель или родитель ребенка всегда давали ему повод найти себя. То есть, покупали ему различные книги для прочтения, различные действия. Например, разрешали ему, может, поиграть на гитаре, позаниматься математикой. Я уверен, что ребенок сам себя найдет в каком-нибудь из предметов и так далее. Главное создать для него возможности. Там книги, и учитель должен ребенка всегда подбадривать и стимулировать, объяснять, почему это хорошо, почему к этому стоит стремиться. ба ғайр аз иштирок дар олимпиадаҳо масалан боз ягон орзуи дигар доред шумо, ки масалан мехоҳед ҷомаи амал бошад? Разумеется, олимпиадами все не ограничивается и не заканчивается. После олимпиад еще есть как большой промежуток времени. Я, если честно, пока точно не решил, чем буду заниматься, но я уверен, что поступлю в какой-нибудь технический вуз и буду работать дальше вот в этой сфере. Самое главное в будущем, первое, что я желаю своему ребенку, это здоровье. Здоровье, чтобы оно никогда его не подводило. А дальше хочу, чтобы все его мечты и желания, все, что он хочет посвятить всему, допустим, техническим наукам, инженерии, науке, я хочу все, чтобы его мечты сбылись, чтобы он вырос достойным гражданином нашей республики, приехал и работал здесь, развивал нашу науку дальше и жил в пользу нашего народа и нашей страны. мо ҳам боварӣ дорем ки аз шумо як нафаре фардо мешавад ки хоб номбардори ватану миллат мегардед, хоб оянда ба халқу ватани хиш хизмат хоҳед кард. бинандагони гиромӣ, далер пиров буданд, қаҳрамони барномаи навбатии ифтихор ва воқеан ҳам ифтихори арзанда буданд. хайр, то барномаҳои дигар.